Сен күртеше киесің бе? Надеваешь ли ты куртку? Куртеше – это у нас куртка. 19-я страница учебника. Етік. Мы знаем, что это сапоги. Етік. А если мои сапоги? Менің етігім. Последняя буква К меняется на букву Г, когда ставится окончание М. Менің етігім. Мои сапоги. Сенің етігің. Твои сапоги. Сіздің етігіңіз. Ваши сапоги. Оның етігі. Его или ее сапоги. Например, менің етігім бар. У меня есть сапоги. Мы используем, да? А если мына етік жаңа, эти сапоги новые, тогда просто етік будет. А если в начале менің что-то принадлежит мне, менің етігім, К меняется на Г. Не забываем правила. Когда вы будете выполнять упражнения, задания, ссылаемся на правила, смотрим, вспоминаем. Мен күртеше киемін. Следующее. Я надеваю куртку. Сен күртеше киесің. Ты надеваешь куртку. Смотрите, киемін это означает надеваю. Ки – надевать. Киемін – я надеваю. Сен күртеше киесің. Ты надеваешь. Смотрите. Сен күртеше киесің. Сіз күртеше киесіз. Это уважительная форма. Сіз. Вы надеваете куртку. Надеваю, надеваете вот в конце предложения используются в казахском языке. Слова, которые обозначают действие, пишутся в конце, используются в конце. Сен бас киім киесің бе? Здесь уже вопросительное предложение. Ты надеваешь ли шапку? Бас киім от слова бас, голова, головной убор. Ол пальте киеме. Знаем, да? Пальте – это пальто. Надевает ли он пальто? Или она? Здесь уже это вопросительное предложение. Жаңа сөздер. Здесь новые слова. Слушаем и повторяем. Потом учим. Не забудьте еще записать в словарной тетради. Бас киім – это шапка. Күртеше – куртка. Жемпір – джемпер. Етік – сапоги. Это все у нас зимняя одежда, да? Қыстық киімдер. Киемін – надеваю. Пальте – пальто. Белдемше – юбка. Смотрите, тут на картинках все указаны эти вещи. Бас киім, жемпір, пальте, етік. Смотрите, әнел у девочки здесь. Потом у мальчика, у Саши бас киім. Мойын орағыш – это шарф. Күртеше – куртка. Шалбар – брюки. Дальше. Запомнили, да, надеюсь, правила здесь? Потом читаете сами дома на 20 странице предложение, мини-текст, маленький текст. Много, если предложений, которые связаны между собой, это называется текстом. Күн суық. На улице холодно. Мен далада ойнаймын. Я играю на улице. Бас киім киемін. Надеваю шапку. Пальте киемін. Надеваю пальто. Етік киемін. Надеваю сапоги. Әлібек далада ойнайды. Әлібек играет на улице. Ол бас киім киеді. Он надевает шапку. Күртеше киеді. Надевает куртку. Шалбар киеді. Надевает брюки. Бәтеңке киеді. Ботинки надевает. Ол ауырмайды. Он не болеет. Оның киімі қалың. Его одежда теплая. Смотрите. Бас киім киемін. Здесь я
как бы надеваю. Киемен, это в первом лице же используется. Это значит, я надеваю шапку. А Алибек бас кием киеды, ол бас кием киеды. Он надевает шапку. Д стоит здесь окончание. Мы же сразу знаем, что это третье лицо. Ол. Дальше. Это теперь письменная работа. 20 страница. Первая тапсырма. Бірінші тапсырма. Тапсырма это задание, упражнение. Мен бас кием, жейде, күрте, шалбар, етік киемін. И дальше остальное сами сделаете. Все нужные слова я все рассказала вам здесь, и на прошлом уроке я вам скидывала. Эти, например, кепка, если не знаете, просто бас кием. Все эти вещи являются головным убором. Бас кием можете написать. Пишем то, что мы проходили, какие слова мы проходили. Дальше это на 21 странице сами дома повторяем слова, вспоминаем, сенник есть, используем. Что ты надеваешь? Отвечайте на вопрос. Я надеваю. Как будет? Мен бас кием киемен. Или девочки, например. Мен көйлек киемен. Теперь он, третье лицо. Алибек. Это не я, не ты, а Алибек. Алибек не киеды. Что надевает Алибек? Алибек, здесь просто слово не. Вопрос меняете на нужные слова. Алибек күртеше киеды. Дальше. Анель не киеды. Тоже третье лицо. Здесь был мальчик, здесь была девочка здесь. Но здесь не меняется, как в русском, английском языке, ничего не меняется у нас. Анель не киеды. Анель шалбар киеды. Окончание такое же. Анель белдемше киеды. Анель надевает юбку. Все это, эту страницу самостоятельно, устно, дома отрабатываем. Письменно только 20 страница, первое упражнение. И вот это читайте тоже дома, этот текст. Слова учим, правила вот эти повторяем и используем в нашей речи, в упражнениях.